Именно на этот пешеходный переход в 9 утра вышел старшина милиции Султаналиев. Он просто выполнял свою работу, регулировал движение так, чтобы несколько школьников могли спокойно перейти дорогу. В итоге пострадал сам. Его сбил водитель буса. Пересечение проспекта Чуй и улицы Османкула. Эта дорога по праву считается одной из самых опасных и для пешеходов, и для автомобилистов. Различные ДТП здесь случаются едва ли не каждый день, говорят местные жители. Исключением не стало и сегодняшнее утро. Свидетелями автонаезда на молодого инспектора дорожной милиции стали десятки прохожих. Сотрудник ГАИ перебегал дорогу, но перебегал для того, чтобы остановить водителя, который ехал на встречной полосе, чтобы перевести детей через пешеход. На первой полосе машины остановились. Я это четко видела, потому что я прямо на него стояла и смотрела. А по второй полосе мчалась маршрутка. Тормозного не было скрипа. Он шел на приличной скорости до такой степени, что он его так ударил, что он подлетел, как кукла, выше маршрутки. По словам очевидцев, Марат Султаналиев не сомневался ни секунды, когда увидел, что дети идут по зебре, а им наперерез на огромной скорости несется грузовой микроавтобус. К слову, водитель и не думал скрываться с места происшествия, несмотря на то, что кроме нарушения правил дорожного движения еще и сбил человека в форме. В своей объяснительной мужчина заявил, что просто не заметил инспектора. В данное время наш сотрудник госпитализирован в 4-ю горбольницу. Состояние среднее тяжелое. А Мерседес-Бенц, который ударил нашего сотрудника, водворен на штрафстоянку. Ведутся следственные мероприятия, материал передан в СУГУ Горбышки. Пострадавший инспектор сейчас находится в отделении нейротравмы 4-й городской больницы. В момент столкновения Марата Султаналиева отбросило от машины на 10 метров. У микроавтобуса разбито лобовое стекло и помят капот, что дает понять, какой силы был удар. И при всем при этом поступил молодой инспектор к врачам не на скорой помощи, а, что называется, на своих ногах. Из очевидного у милиционера были лишь синяки и ссадины. Позже врачи выявили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Он на своих ногах пришел в полном сознании, адекватен, установлен диагноз сотрясение, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные ссадины, ушибы туловища и конечностей. Состояние пока удовлетворительное, не угрожает, можно сказать, жизнь. Да? Ну, дальше в процессе лечения мы еще будем обследовать, еще будем продолжать обследование и лечение. Только за последние 2 недели это уже 3-я авария именно на пешеходном переходе. В конце минувшего месяца на пересечении улиц Карла Маркса и Саманчина на зебре сбили школьника. Мальчик некоторое время пролежал без сознания, а после пришел в себя. Водитель, совершивший наезд, сам отвез ребенка в больницу. Немногим ранее в похожее ДТП попала женщина, тоже на пешеходном переходе, причем недалеко от здания управления обеспечения безопасности дорожного движения. Водитель также не пытался скрыться. Позже его водворили в ВВС. Сабина Дамаскина, Бакыт Кашалиев, НТС.